Здравствуйте! В эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения, в студии Фарзона Шеренбек. И сегодня в программе сенсационная версия пропажи командира таджикского ОМОНа. Полковник пошел воевать в Сирию на стороне ИГИЛ. Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз де юре, а де факто. Убийство таджиков в Москве. Как уничтожить заразу национализма? 10 лет анджанской резни. Ответит ли кто-то за смерть сотен убитых? Командир ОМОНа Министерства внутренних дел Таджикистана полковник Гулмурод Халимов, который с начала мая не появляется на работе и местонахождение которого уже давно никому не известно, возможно, уехал воевать в Сирию, встав в ряды исламского государства. Такую сенсационную версию выдвинул сайт Азия Плюс. Журналистам удалось узнать, что полковник в последнее время посредством социальных сетей собрал полную информацию о деятельности ИГИЛ, его идеях и боевой структуре. Один из источников на условиях анонимности рассказал, что Халимов стал фанатиком исламского государства и даже среди близких распространял идеи этой террористической организации. Дружеские наставления и советы по абсурдности присоединения к боевикам полковник нервно игнорировал. Другой источник раскрыл информацию, что Халимов собрал команду из почти 10 человек, в основном безработных жителей Таджикистана, и 1 мая вылетел в Москву, а уже 2 числа его видели в московском международном аэропорту Шереметьево. Есть мнение, что за каждого завербованного бойца таджикскому полковнику обещали крупную сумму денег. А между тем, 9 мая, в День Победы в Душанбе, выбросился из окна полковник Национальной гвардии. Главная версия следствия – самоубийство. Однако непонятно, почему он выпрыгнул из окна не своего дома, а чужого. Серия странных происшествий с таджикскими полковниками заставила нас спросить у экспертов, в каком же состоянии находятся силовые органы Таджикистана, если один высокопоставленный чин встает в ряды террористов, а другой бросается из окна. Тотальная ли это тенденция? До тех пор, пока эта ситуация не прояснится, нельзя утверждать о том, что начальник ОМОНа примкнул к радикалам. Но сам факт исчезновения такого высокопоставленного силовика, о местонахождении которого не знает ни его начальство, ни его родственники, само собой провоцирует некоторый ажиотаж вокруг этой темы. А по поводу самоубийства полковника Нацгвардии, опять-таки существует нехватка сведений, а именно с чем это связано. Однако могу сказать, что такие случаи не редкость и в других странах, даже более развитых, чем наши. По моему мнению, по этим двум случаям нельзя делать выводы о моральном состоянии наших силовых органов, и тем более об их лояльности существующему режиму. Накануне Дня Победы в Москве был подписан последний протокол о вступлении Киргизской республики в Евразийский экономический союз. Лидеры России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии поздравили друг друга и сообщили журналистам, что дело осталось за малым – всего лишь ратифицировать документ парламентами всех стран. На правах корифея постсоветской политики Нурсултан Назарбаев заявил, цитата, «Все вопросы, которые вызывали сомнения, сняты, и мы сегодня принимаем документ о полноценном принятии киргизской стороны в наш союз». Остававшиеся спорными два вопроса о беспошлинном ввозе китайских товаров в рамках инфраструктурных проектов и ветеринарном контроле киргизской сельхозпродукции странами-основателями союза были решены. Первый в пользу Кыргызстана, второй же пока решен только на бумаге. Стороны договорились, что часть гранта в $200 миллионов, который Бишкек получил ранее, будет направлена на существенную модернизацию пунктов таможенного пропуска и ветеринарных лабораторий, что и позволит по завершении ратификации снять таможенные посты на кыргызско-казахстанской границе. Значит ли это, что пока Кыргызстан еще не совсем в Союзе? Так когда же будут сняты таможенные посты и как долго парламенты стран Союза будут ратифицировать соглашение о расширении ЕАЭС? Интервью директора Центра перспективных исследований Сергея Масаулова. Если смотреть на весь процесс из Кыргызстана, то я полагаю, что теперь особых препятствий для ратификации нет, и ратификация пройдет достаточно быстро. Я вообще полагаю, что к Астанинской встрече в октябре этого года уже собственно, все будет работать. С точки зрения, например, подготовки границ у нас все готово. Все пограничные переходы оснащены соответствующей техникой. То, что обсудили по ветеринарным службам, это тоже достаточно быстро будет введено. Самое главное, снято принципиальное препятствие, которое было, то есть эта остановка, связанная с нерешенностью двух вопросов. Это было снято на политическом уровне. Так что я думаю, что это дело буквально, в течение мая закончатся основные ратификационные вещи. И, в общем-то, я не вижу особых препятствий. Наступили ли уже с сегодняшнего дня изменения для трудовых мигрантов из Киргизии? Можно ли им уже не оформлять патенты и находиться в России без регистрации до 30 дней?
Ну, я думаю, что это в ближайшее время, как только будет соответствующий протокол. Понимаете, после политического решения необходимо принять соответствующие протоколы, как таковые, каждой из служб. Как только протокол будет принят, каждая из служб доведен как бы до непосредственных исполнителей, начинается новая процедура, вот и все. Я думаю, что по мигрантам это тоже в ближайшее время. По крайней мере, на политическом уровне вопрос решен. Я думаю, что уже сейчас нет необходимости будет там покупать патенты там и так далее. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил уверенность, что Евразийский экономический союз укрепит стабильность на евразийском пространстве, а также, что в ЕАЭС будут сотрудничать больше 5 стран. Кто будет следующим на очереди в союз? Ждать ли приглашения Таджикистану? Процесс там тормозиться не будет, но даже при отсутствии особых препятствий, в любом случае, это среднесрочная перспектива. Это не так быстро, потому что необходимо решить достаточно много вопросов. Нечто вроде дорожной карты будет принято. То есть это среднесрочная перспектива. В преддверии Дня Победы в Москве националисты жестоко расправились с 39-летним гражданином Таджикистана. Убийцы напали на него, когда он говорил на таджикском языке по телефону с супругой. Предполагаемые националисты нанесли несколько ударов дубинками, а потом проткнули жертве отверткой горло. Следственный комитет России по Московской области уже сообщил о задержании 3 человек: 18-летнего Алексея из города Королева и 2 несовершеннолетних, личность которых не сообщается. Брат убитого сейчас пытается получить тело из морга, чтобы похоронить его в Таджикистане. Однако местные чиновники требуют с него оплаты за хранение тела в морге и за доставку в аэропорт. Всего таджикистанцу нужно около 90 тысяч рублей, которых у него нет. Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. Власти афганской провинции Бадги заявили, что уезд Джунд находится под полным контролем боевиков. Правительственные войска, расположенные в этом уезде в связи со слабым военно-техническим оснащением, не смогли противостоять талибам. Нападение на уезд совершили не менее 600 повстанцев, в составе которых были также и иностранцы. Власти Таджикистана не будут привлекать к уголовной ответственности вернувшихся из Сирии и Ирака молодых ребят, которые раскаются в своем участии в боевых действиях на стороне ИГИЛ. По данным министра внутренних дел республики, сейчас на ближневосточном конфликте участвуют уже 384 граждан Таджикистана. Около 40 молодых людей выехали туда со своими семьями. В Кыргызстане на автодороге Бишкек-Ош столкнулись 2 легковых автомобиля. Погибло 5 человек, 4 из которых граждане Туркменистана. Альпинисты из Кыргызстана, России и Казахстана установили мемориальную доску с надписью «70 лет Победе в Великой Отечественной войне» на киргизском пике «Учитель», высота которого 4527 метров. В южных регионах Таджикистана после прошедших ливневых дождей и наводнений пострадало несколько десятков домов, 3 школы, а также селевым потоком уничтожены более 300 гектаров посевов. Студент геологического колледжа в Душанбе Резвон Шомехропшоев в День Победы выиграл в лотерею 150 тысяч сомони или около 25 тысяч долларов. Счастливец уже заявил, что все выигранные деньги отправит родителям на ремонт родного дома. Международная правозащитная организация Human Rights напомнила миру о трагедии, которая произошла ровно 10 лет назад в узбекском городе Андижан. Тогда правительственные войска под личным командованием Ислама Каримова подавили народное недовольство, расстреляв при этом, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Правозащитники считают, что в отношении узбекских властей должны быть введены целенаправленные санкционные меры, включая отказы в визах и заморозку активов для тех, на ком лежит ответственность за пытки, произвольное продление сроков отбывания наказания политзаключенным, посягательство на религиозные свободы и принудительный труд. Human Rights подготовила небольшой фильм о том, что было 10 лет назад в Андижане. Такой звук, летают пули, 2 пулемета, это от этого БМП, страшный звук, бум-бум-бум-бум. Потом с автомата, которые лежат на асфальте, солдаты стреляют, еще так-так, такой звук, так-так-так. Невозможно было сказать. Такой крик, особенно женщины кричали. Не стреляйте, отмеля, не стреляйте. Вот не было ни одного дома, где бы похороны не прошли. Обычно вот в Узбекистане, в узбекских семьях, когда похороны, 3 дня они сидят на скамейке на улице возле дома. И вот эти вот скамейки, они соединены друг к другу, бесконечные скамейки.
Тем временем, накануне годовщины трагических событий в Андижане из города Ангрен, который находится в 114 километрах к юго-востоку от Ташкента, приходят тревожные новости. Сайт Азия Терра накануне опубликовал фотографии, из которых видно, что на въездах в город возведены оборонительные сооружения из мешков с песком. Официальной информации о происходящем нет. Дежурившие на постах сотрудники ГАИ объяснили это обычными учениями. Горожане предположили, что эти меры безопасности предприняты перед празднованием 70-летия Победы. Мы спросили у главного редактора сайта Азия Терра Алексея Волосевича, какова сейчас ситуация в городе и насколько повышены меры безопасности в Ангрене. Мешки вот эти с песком до сих пор стоят на месте, но людей там нет. То, что было, уже, по-видимому, закончилось. Или это были учения, или это была какая-то операция, спецоперация. Вот все это никак не комментируется, и на самом деле мы не можем сказать, что это было, потому что, как и все в Узбекистане, это делается тайно, без огласки. Ранее мы сообщали о том, что на рынках Узбекистана проходили рейды правоохранительных органов, которые искали женщин в платках и хиджабах, затем снимали их с них. Почему для Узбекистана вопрос одежды столь принципиален, когда есть множество других нерешенных в республике проблем? Поскольку периодически то там возникают подобные сообщения, то, судя по всему, что-то подобное периодически то в одном, то в другом месте Узбекистана происходит. Но это не несет характер какой-то всеохватывающей кампании, затрагивающей весь Узбекистан. Потому что вот сейчас, даже разговаривая с вами, я выглянул из окна и видел, как женщина в хиджабе мимо прошла. То есть многие носят хиджабы. Почему это происходит? Возможно, власти Узбекистана проводят какую-то параллель между увеличением роста женщин в хиджабах и возрастанием экстремизма. То есть они думают так, тем больше, что религиозная одежда – это возрастание общего уровня религиозности, следовательно, возрастание уровня экстремизма. На вторую половину мая запланирован очередной раунд переговоров между киргизской и таджикской сторонами по делимитации государственной границы. Впервые за долгие годы в конце прошлого месяца был описан и обговорен 1 километр госрубежей, что было воспринято всеми как позитивный сигнал к дальнейшим переговорам. На этот раз предполагается, что удастся договориться по целым 5 километрам границы. Всего же киргизско-таджикские рубежи простираются на 90-70 километров, из которых до сих пор спорными остаются 451 километр. Это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие новости. До свидания.